у нас есть последняя возможность исправить эту ошибку. Вот сейчас есть возможность, чтобы Гагаузия сплотилась, объединилась для того, чтобы провести выборы Народного собрания в ноябре, и жители Гагаузии должны поддержать. Я обращаюсь и ко всем депутатам, что ситуация, которая сегодня у нас возникла, если мы потянем дальше, то обязательно возникнут новые схемы, новые договоренности. Может быть, к тому, что я уже сказал, что закон о селе не работает, что у нас пропишутся 20-30 человек не с Гагаузии, неважно с каких районов, Кишинева, Аргеева или других мест, которые снова же на выборах Народного собрания мандаты будут, скажу, что при сбросе больших финансовых средств, можно сказать, что будет куплено. И в конечном итоге центр выйдет с предложением, чтобы отменить Гагаузию. Потому что сегодня считается во всей стране, что Башканское кресло было куплено. Да, ну идут все разбирательства, мы не можем об этом говорить, но сегодня разговоры такие. Ну а если такое же направление пойдет, что если депутаты Народного собрания, начнут мандаты, со стороны приедут люди, которые будут и мандаты депутата Народного собрания выкупать или участвовать в этом и каким-то использовать, то Гагаузия фактически станет коррупционным регионом. И страна может пойти на то, что зачем нужен такой регион, если там все продается и покупается. Тогда мы потеряем Гагаузию. Поэтому единственный путь, и мы об этом говорим с людьми нашими, что, уважаемые друзья, уважаемые жители Гагаузии, мы жили, живем и будем жить здесь. Не надо больше поддерживать тех людей, которые приходят к нам, используют, те, которые показывают нам хорошую конфету, но в дальнейшем мы видим, что все обещания, которые дают Гагаузии, неважно какая партия, мы можем назвать очень многие, никто не сдерживает, никто не выполняет свои обещания. Поэтому в дальнейшем Гагаузия должна идти по своему пути. Путь Гагаузии, путь добра, путь объединения всей нашей нации для того, чтобы решение всех вопросов.